Экс-президент Кыргызстана вернулся на родину. Афганистан перешел под контроль Талибан. Сотрудники ФСБ убили 2 граждан Таджикистана. Находящийся в розыске бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев вернулся в страну впервые за 16 лет. Сообщается, что его возвращение стало возможным после того, как власти гарантировали ему безопасность в обмен на его сотрудничество со следствием. Об этом 2 августа сообщили местные и мировые СМИ. Следствием доказаны эпизоды. Ранее нынешние власти страны объявили Аскара Акаева в розыск по обвинению в коррупционных сделках при заключении заведомо невыгодного для Кыргызстана Генерального соглашения по разработке золоторудного месторождения Кумтор в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации Генерального соглашения с канадской компанией Cameco в 2003 году. Напомним, что 17 мая 2021 года парламент Кыргызстана на основании выводов Госкомиссии принял постановление о введении на объекте временного внешнего управления в связи с безответными действиями Centerra Gold Incorporated, которую обвинили в грубых нарушениях экологических норм. В ответ Centerra Gold Incorporated подала в Канаде и в Международный арбитражный суд иски с формулировкой захвата рудника правительством Кыргызстана в отношении действий правительства Кыргызстана. Потому, очевидно, привлекая Аскара Акаева к уголовному делу и получая нужные показания, власти хотят упрочить свои позиции перед Международным судом. Ситуацию прокомментировала кыргызский журналист Перизат Кыргызбаева. Вопрос политики в стране, в данном случае Кумтора, зависит от внешней политики Кыргызстана. А внешняя политика Кыргызстана держит курс в направлении интересов его стратегического союзника в лице России. Поэтому здесь абсолютно уверенно можно сказать, что вопрос Кумтора будет разрешен в пользу России. И для этого улаживаются все возможные пути, в том числе и привлечение к уголовному делу по Кумтору экс-президента Аскара Акаева, тем самым получая от него нужные показания против канадских инвесторов. Но хочу отметить, замена одних расхитителей на других никак не служит интересам народа Кыргызстана, а более того, недальновидность и жадность правящих элит во власти заковывают страну в еще одни кандалы политической и экономической зависимости от так называемого его стратегического партнера. Комбинат выводит на качественно новый уровень важную для Киргизии горнодобывающую. 15 августа движение Талибан объявило о полном контроле над столицей Афганистана Кабулом. Первым о наступлении талибов на столицу сообщил МВД Афганистана. Сразу же после этого талибы распространили заявление, в котором сообщили, что не намерены штурмовать город. Талибан также пообещал обеспечить выезд из города всем желающим. Потерю контроля над Кабулом фактически признал исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул-Саттар Мирзаквал. Штурма Кабула не будет, смена власти пройдет мирно, заверил он в эфире Тола Ньюс. Ближе к вечеру того же дня Ашраф Гани сложил полномочия президента. По данным агентства «Азия Плюс», Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан, откуда он намеревается выехать в третью страну. Руководство Талибана заявило о создании Исламского Эмирата на основе шариатских законов. Ситуацию для редакции Хабархо прокомментировал таджикский блогер Абдулла Аббосов. Весь мир взбудоражен таким развитием ситуации. Многие аналитики и политологи высказывают различные точки зрения. Как справедливо заметил один эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, Талибан – это и есть Афганистан. Я полностью согласен с подобной оценкой. И не важно, что предшествовало переходу власти в руки Талибан, с кем и как они договорились. Самое важное в этом событии, что население Афганистана поддержало исламский проект, несмотря на все усилия и старания мировых держав, которые на протяжении 20 лет убивали афганцев, несмотря на то, что Запад и их приспешники все время выставляют ислам в плохом свете. А что касается дальнейшей судьбы Афганистана и талибов, здесь не все однозначно, так как данное движение весьма неоднородно и состоит из приверженцев разных образов мышления по поводу будущего страны. Есть и умеренные, которые на сегодняшний день подписали соглашение с США и договариваются с мировым сообществом в лице некоторых государств. Есть и те, которые считают, что сегодня правительства всех стран ополчились против ислама как политического образования из-за страха потери контроля над ресурсами и территориями. Также, к сожалению, в движении присутствует большое влияние пакистанских спецслужб.
ки мутаассифона таъсири зиёди хадамоти махсуси Покистон низ дар ҳаракати Толибон вуҷуд дорад. Двое граждан Таджикистана были убиты в Тюмени сотрудниками ФСБ России в ночь на 29 июля. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе и судебных. В ФСБ и в Следственном комитете заявили, что оба мужчины планировали совершить террористический акт на территории Тюмени. Об этом сообщает новостной портал Бомдот. Согласно сообщениям силовиков, оба убитых якобы являлись членами ИГИЛ и были ликвидированы в ходе спецоперации при оказании вооруженного сопротивления. Официальные власти России и других подробностей этого дела, в том числе данных о личностях убитых, не сообщили. Однако уральская версия издания «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, сообщила, что убитые были жителями Таджикистана. На опубликованных видеокадрах видно, что тела двух убитых мужчин лежат посреди высокой травы на лесной поляне вблизи от черной машины. Редакция Хабархо для выяснения ситуации обратилась к сотруднику правозащитного центра «Мемориал» и главе Общества политических иммигрантов из Центральной Азии Бахрому Хамроеву. Во-первых, я не верю, что они, двое таджики, готовили какие-то теракты. Во-первых, я не верю абсолютно. Во-вторых, когда таких информаций так подается, ясное дело, что это просто дело рук самих силовых структур. Возможно, это ребята где-то ходили, в списке были какой-то, как радикалы, в списке вели, а просто заманили их каким-то образом. Когда у них нет ничего абсолютно, никакой угрозы нету в стране, в России, террористического акта или что-то другое, они, у них есть некий список, по этому списку они начинают убивать, расстреливать и потом доказать, что они не террористы, все. Доказать невозможно. Вот они скажут, вот это террористы, и все.